ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ухты в рамках проведения сезона профилактического мероприятия «Новый год» мы проводим практические занятия по правильности запуска пиротехнической продукции, дабы обезопасить себя при эксплуатации и использовании пиротехнических продукций в праздновании Нового года и Рождества. Наиболее популярное пиротехническое изделие – это римская свеча, которая представляет собой вот такую трубку, в которой друг за другом располагаются пиротехнические заряды. Допустим, эта римская свеча является стандартного калибра 0,8 дюймов и примерно 5-6 выстрелов. Для того, чтобы ее запустить, нужно установить изделие в снег как можно глубже, примерно на 2/3. Снять колпачок, извлечь фитиль и с вытянутой руки произвести поджог либо спичками, либо зажигалкой. После того, как фитиль зажгется, нужно удалиться на безопасное расстояние и наблюдать за фейерверком. Ни в коем случае нельзя запускать этот фейерверк из рук. Нужно соблюдать все меры безопасности, то есть радиус опасной зоны 30 метров, чтобы в расстоянии 50-60 метров не было людей, строений, не было проводов сверху. Да, ни в коем случае нельзя запускать эти изделия во дворах. И быть предельно аккуратным. Если изделие не сработает, но это, в принципе, касается не только римских свечей, но и батарей, салютов и других изделий. Ни в коем случае нельзя приближаться как минимум 5 минут к этому изделию, пытаться запустить заново, брать в руки и так далее. И, опять же, если изделие не сработало, что бывает, конечно, крайне редко, его нужно утилизировать, как указано в инструкции на упаковке. Следующее изделие – это батарея салютов, которая по способу запуска очень похожа с римской свечой, но отличается более красочными эффектами и большим количеством выстрелов. Эта батарея салютов также снабжена фитилем, который нужно поджечь, предварительно установив батарею на плотную поверхность. Желательно, особенно такие небольшие изделия, обложить либо кирпичами, какими-то камнями, либо вырыть небольшую яму, чтобы она плотно никуда не опрокинулась. Потому что бывает, что если установить не на ровную поверхность, батарея, может быть, во время работы может опрокинуться и будет просто расстреливать в окружающие предметы людей, которые находятся рядом. Это очень опасно, и в это ни в коем случае нельзя допустить. А также радиус опасной зоны 30 метров, то есть 40, 50, 60 шагов, чтобы в округе ничего не было. Следующий вид изделия – это фонтаны. В отличие от батареи салютов и римских свечей, они не выстреливают салютами. Они просто устанавливаются на ровную поверхность, на землю, и распыляют огненное пламя с различными эффектами. Несмотря на то, что изделие кажется достаточно небольшим, а есть еще меньше, буквально 10-12 сантиметров, который может даже иногда перепутать с петардами, такой вот фонтанчик, он может выстреливать огненным пламенем, так сказать, на высоту 2, 3, 4 метра. Есть и побольше фонтаны, которые стреляют на 5-7 метров. То есть, представляете, это практически высота трехэтажного здания. То есть изделие небольшое, но достаточно опасное. И у этих изделий также радиус опасной зоны может составлять до 70 метров. То есть нужно внимательно, чтобы не было автомобилей в округе, чтобы никуда искры не попали. Вот. Соблюдать полностью инструкцию, которая указана на упаковке. Четвертый вид изделия – это петарды, которые производят только звуковой эффект, но тем не менее являются одними из самых опасных, потому что они, как правило, запускаются либо с рук, если указано в инструкции, либо из земли, которые помощнее. Самое главное при использовании петарды после поджигания фитиля немедленно отбросить ее в сторону. То есть ни на секунду нельзя задерживать ее в руках, размахивать куда-то пытаться прицелиться, куда ее кинуть. То есть как только увидели огонь на фитиле, ее сразу нужно отбросить в сторону. Это залог того, что все пройдет нормально и никто не пострадает. Категорически запрещается взрослым передавать петарды и другие изделия пиротехнические несовершеннолетним детям и подросткам, не достигшим 16-летнего возраста. Это очень опасно, и всегда нужно быть начеку, и чтобы это все было под контролем.